Обращаюсь, сторона, у вас есть вопросы к представителю Генеральной прокуратуры? У меня нет. Нет, не имеется вопросов. Да, уважаемый суд, если разрешите. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы как автор Уголовного кодекса, да, Кыргызской Республики, в связи с чем вы указываете статью 12 обратное действие Уголовного закона во времени, если тем же самым, убирая из закона о введении 7 и 8 часть статьи, в связи с чем она, если мы не можем обратиться, и суды не могут принять и рассмотреть дела? Спасибо. Еще раз можете повторить, какую статью? 12? Да, статья 12 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Обратное действие Уголовного закона во времени». А когда я указывал на эту статью в своем выступлении? Нет, вы же авторы действующего Уголовного кодекса. Просто ваш вопрос был неправильно поставлен. Я его не понял. Можете его? Вы как авторы действующего Уголовного закона оставляете статью 12 «Обратное действие Уголовного закона во времени». И тем же самым в переходном положении закона убираете части 7 и 8, признаете утратившим силу, да? То есть так же, да, как и часть 3 Уголовно-процессуального кода, действия закона во времени? Да, действие закона во времени. Мы в данном кейсе, вот я про свой кейс, сослалась на данную статью, и апелляционное представление было вами внесено органами прокуратуры, что у судей нет полномочий. Вам вопрос понятен? Мне Нет? непонятен. Ну, давайте я вам попытаюсь объяснить суть этого вопроса. Обращающая сторона ставит вопрос, что вы сохранили в общей части один из принципов уголовного права как действие уголовного закона во времени, то есть 12 статью. Верно. Но в то же время, говорит, вы признали утратившим силу в переходных положениях предыдущего кодекса, да, переходных положениях, где, в общем-то, речь шла о реализации этой 12 статьи, то есть действия уголовного закона во времени. И именно благодаря, или, скажем, в результате этого и по вашему представлению, судьи не применяют вот этот принцип уголовного права о действии закона во времени, об обратной силе уголовного закона. Какую цель преследовала прокуратура как автор этих кодексов? Вот как ставится вопрос. Цели никакое преследование каких-либо целей не было. Статья 11 пункта 13 закона о введении в действие там указано, что погашение судимости остается как в редакции применять закон во времени в кодекса 2017 года. Да, статья 7, пункт 13, какой там был? Там указывалось о том, что именно погашение снятия судимости от 2097 года могут быть применены этим законом. То есть о введении в действие в кодекса 2017 года это было отражено. Однако же утратила силу она законом о введении в действие, но Уголовный кодекс, в связи с чем не могу сказать, но Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, в том числе статья 3, она говорит о том, что законы во времени могут действовать. Но это не может никак являться о неконституционности. Нет, вот здесь как раз хотим понять, и судьи тоже хотят понять логику вашего действия прокуратуры, отменяя именно нормы, части, я сейчас содержание не помню, но они касались именно переходных положений и касались именно действия уголовного закона во времени. Вы его отменяете, и в то же время
именно вот это как раз и явилось, говорит, первопричиной того, что вот такие решения стали приниматься. Вот о чем идет речь. Так, ну да, Для вот логика ваших действий, в чем она заключалась? так как... Для чего отменялись вот эти пункты для того- закона, который включал в себя переходные Так положения? как эти пункты были отражены в статье 11 Закона о введении в действие. Каким образом? А, Ну, что именно было сказано? о об том, этом. что те же положения, которые были в кодексах от 2017 года, они также могут быть применены в настоящем уголовном процессе. Речь идет, новым кодексом упразднен целый институт, да, снятия судимости. Снятие досрочно. Досрочном снятии судимости досрочно. Целый институт упразднен. И речь идет об действии закона во времени, который регулировался именно в переходных положениях предыдущего кодекса, да. И вот принятием нового кодекса как раз-таки отменены были именно вот эти пункты, которые регулировали переходные положения. Именно касательно действия, то есть именно действия института снятия судимости во времени, касательно тех преступлений, которые были совершены, о людях речь идет, которые были осуждены еще по старому кодексу. Ну, указывая в законе о введении в действие, отменяли действие статьи 7 закона о введении в действие кодексов от 2017 года, с учетом того, что статья 3 действия настоящего кодекса во времени Уголовно-процессуального кодекса в части 1 указывает, что уголовное судопроизводство осуществляется в соответствии с законом, действующим на момент совершения преступления и выполняющий на момент эти процессуальные действия. На ваша позиция ясна. Еще есть вопросы у вас? Нет, уважаемый суд, нет. У вас Вопросов есть нет. вопросы? У вас есть вопросы? Уважаемые коллеги, пожалуйста. И в продолжение, да, того вопроса, которые были со стороны заявителей. Это касается вопроса чисто практического характера, правоприменительной практики. Заявители говорят о том, что именно апелляционным представлением прокурора вот это постановление Первомайского суда было отменено. Судебная коллегия на основании, получается, вашего коллеги отменил судебная коллегия Бишкекского городского суда. Как вы думаете, вот на ваши действия коллегии в процессе работы он чем руководствовался? Руководствовался, получается, переходными положениями, которые были утрачены силы, которому были утрачены силы, статья 7 и 8, да? Правильно же? Получается? Да, получается так. Как вы, ну, я понимаю, что ваш коллега, он самостоятельное процессуальное лицо, и в данном случае вот такой институциональный контроль или такое бывает, что вот насколько они руководствуются принципами того же уголовного законодательства в части действия права во времени, в том числе. Какова будет реакция или насколько вы вот оцениваете эту ситуацию, в частности, вот эту правоприменительную практику? Ну, данное представление Бишкекский, да, городской суд, апелляционная инстанция была удовлетворена, поэтому законность, обоснованность данного решения мы не ставили на изучение, так как это решение вступило в законную силу. Вы решение не можете ставить под сомнение. Вы можете под сомнение ставить действия вашей коллеги. Я же данном говорю, случае. представление прокурора было удовлетворено. Есть еще вопросы? Да, может быть. М. Из вашей речи я поняла, что все эти изменения были продиктованы в первом случае досрочное снятие судимости в результате, как вы говорите, каких-то коррупционных рисков, проявлений. Были ли такие случаи? Прокуратура, есть такая статистика? Почему целый институт мог быть вот таким вот образом упразднен? Вот просто так сказать огульно, что были коррупционные риски, или все-таки можно было опереться на какие-то вещи? Один момент. И второй момент, то, что вы говорите,
касательно второго вопроса, да, опять-таки изменили с 2 дней на 1 день. Это в результате того, что было очень много злоупотребления правом со стороны защиты. Есть ли тоже такие примеры, где прокуратура может прям очень четко проиллюстрировать эти вещи? То есть любое принятие изменений в закон или изменение подходов законодателя должно опираться на очень четкие факты, да? Мы же юристы. Есть ваше мнение по этому поводу? Так, спасибо. По первому. Как вот мы говорили, что часть 2 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики, есть часть 4 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, говорит о том, что все равны перед законом и судом. Обращение с ходатайством самого же осужденного или же через своего адвоката, представителя в суд о досрочном снятии судимости по тем основаниям, как говорится, о безупречности его поведения, то как суд будет определять его безупречность, что это значит в этом, что вообще заложено в этой безупречности. Этого момента никто сказать не может. Кроме того, а как же те граждане, в отношении кого может быть отказано в удовлетворении данного ходатайства, аналогичного ходатайства, тогда как он по своему личному убеждению тоже был безупречен. В этой связи будут нарушаться уже равноправие. Вот. Да. Относительно того момента, что адвокаты затягивают различными ходатайствами срок судебного разбирательства, тем самым увеличивая количество нерассмотренных дел в суде, тем самым порождая очередь рассмотрения дела, то есть с учетом того, что у каждого судьи идет нагрузка, большая нагрузка, то следующее судебное разбирательство будет отложено уже не на следующую неделю, а через месяц, а то ли не на 2. Это на практике это была проблема. Сейчас данной проблемы нету, она уже разрешилась, можно сказать. Дела рассматриваются в установленные сроки. Кроме того, это не только касается защитников, также и сами обвиняемые, содержащиеся под стражей, они тоже отказываются выходить под различными причинами, что они болеют, не могут встать, начинают акции голодовки и различные другие акции, там рты зашивают, протестуют, и в этой связи затягивают судебное разбирательство, понимая, что за менее тяжкое преступление за счет времени содержания под стражей в СИЗО будет равен 3 дням в колонии, или же по тяжким, особо тяжким 2 дням, как это было на практике. У меня к вам вопрос. Вы в начале своего выступления сослались на Конституцию и говорили о возможности ограничения прав и свобод граждан, да? Человека и гражданина. И вот упразднение института снятия судимости, какая конституционно значимая цель послужила основанием для снятия этой судимости? Я просто хочу уточнить немного вашу позицию по этому вопросу. Как мною было сказано о том, что это отражается на характеристике самого человека, но мы не говорим о том, что это будет влиять на квалификацию его действий, так как на данный момент у нас нет института рецидива. Но с учетом того, что лицо, которое досрочно снимет свою судимость, будучи осужденным за, допустим, тяжкое или особо тяжкое преступление, коррупционное или же иное другое преступление, то такими путями, как я говорил, что могут и возникнуть коррупционные риски, он может оказаться в том месте, где он не может находиться. Я бы вас попросил на будущее, да, рекомендовал бы, да, вам при выстраивании собственной позиции, да, более тщательно относиться к тем аргументам,
которую вы собираетесь приводить. Вы привели, сказали, что допускается ограничение прав и свобод в тех конституционных целях, которые указаны в Конституции, да, и дальше же сказали, это в целях защиты национальной безопасности. Я хотел конкретно услышать, да, на что вы ссылаетесь, на что ссылается Генеральная прокуратура, допуская, что именно, скажем, исключение или упразднение этого института, оно соответствует именно конституционно значимым глобальным целям, которые указаны в Конституции. То есть вы сейчас говорите о частностях, если мы будем все время ссылаться на возможные какие-то, вот как вы говорите, коррупционные, это все, да, это не решение вопроса, и это не подход, это не правовой подход. Хорошо, ваша позиция ясна. Присаживайтесь, пожалуйста.